Что такое вообще орнамент? Ну, на кыргызском будет ою. Древний человек пытался на скалах, на камнях изобразить то, что он испытывал. То есть явления природы, растительный мир, животный мир. Но уже позже рисунки стали сложнее. Сначала были точки, черточки, потом рисунки стали сложнее. Он уже изображал сцены охоты, там сцены быта, каких-то обрядов, ритуалов. Изображается баранья голова или рога. Это зооморфный орнамент. Это уже антропоморфный, то есть изображение человека. Это вот человеческая фигура, радуется солнцу. Это женская фигура. Это знак бесконечности, символ Земли. Мать природа, кормилица. То есть вот этот замкнутый круг это изображает землю, природу, инь-янь, да? Но такой знак был почти у всех древних народов. Это символ жизни. От него идет два ответвления. Это зарождается жизнь, зарождение жизни. И вот эти вот маленькие фигурки – это символ жизни, то есть изображение миндаля. Чексис каймыл, то есть движение, вечное движение. Да? У многих этот знак ассоциируется с символикой фашистской партии. Он есть у всех древних народов, и санскрита он так и произносится как сувасти или свастика. Смысл один, по-разному он произносится, возможно. 4 стороны света. Юг, запад, север, восток. 4 стихии жизни. Это земля, воздух, огонь и вода. Да? Вот вечное движение, это вечная жизнь. Вообще это символ чистоты, символ богатства, символ достатка. Они не зря этот знак взяли и как свою символику использовали. Қарға тырмақ, қастаман — это вороньий коготь или гусиная лапка. Это символ на удачу. Во многих и в одежде такое вышивается, и на амулетах изображается. И еще это как интерпретируется как след, оставленный человеком, кем-то, да? То есть за собой. Қошқар мүйіз, арқар мүйіз, ечки мүйіз. Это бараний рог или рог горного козла. Еще это изображается как вот, ну, символ человека, скорее мужчины. Канат, джагалмай канат, это такая птица, и она с растопыренными крыльями. Это как знак рода, как символ какого-то рода или возвышенность этого рода над остальными. Ит-куйрук очень известный узор. Почти все изделия и, допустим, шардах, пано, они все финальный узор на них это ит-куйрук. Это вот бадам, миндаль. У нас у кыргызов это знак репродуктивности женщины. Это скорее такой женский знак, да? Потому что символ материнства, символ деторождения. Ющалбрак, то есть трилистник. Символ здоровья, благополучия, радости. Это анар, символ близкого родства, родственных связей. Если видите плод, в середине зернышки, это джоғазын. Джоғазын — это тюльпан. Это символ девушек, символ чистоты, символ радости тоже. Гереге көз. Гереге — это, знаете, решетка у юрты. И это уже более такой геометрический рисунок, такой стилизованный. Это еще, почему гереге көз, это глаза, это символ защиты от сглаза. То есть как бы окружает кого-то, защищает от чего-то. Кулпу — то же самое. Кулпу — это замок, но еще похож на стены замка, то есть замок тоже можно сказать. Но это ограждение тоже от дурного сглаза. Тарак. Это гребень, символ чистоты, символ упорядоченности мыслей, символ чистых и добрых намерений. Тарак. Это геометрический тоже орнамент. Бычак учу. Это, то есть, лезвие ножа. Но еще это наши горы. Такой орнамент вышивался
на удачу, с пожеланием об удаче, с пожеланиями об успешном завершении какого-то дела. Но гойкор, вы знаете, это сосуд для перевозки каких-то жидкостей. Это может быть хумыс, это вода или бозо, да? Это символ достатка, символ гостеприимства. Умайны – это такой определенно женский знак. Это вот круг, мать-кормилица, природа. И внутри изображение оленьих рогов. То есть умайны – это бугойны, это вот в одном знаке, да? Бешпармак – это изображение 5 пальцев, символ дружественности, символ расположенности кому-то, дружелюбия, открытого как бы гостеприимства, да? Символ достатка. Салбай – это волны или защитники рода, то есть как бы какие-то вот воинственные фигуры людей. Джад. Джад – это община людей, тоже родственный клан. Войлочное панно, арт-салона Тумар, вы, наверное, все знаете. Это техника алакииз. Алакииз – это буквально переводится как пестрый ковер. То есть раньше у кыргызов в доступе были только два вида шерсти – это темный коричневый и белый. Некоторые краски они красили, но это было трудно. В основном использовали коричневую и белую шерсть. Да? Вот в сумках, пожалуйста, в современных войлочных сумках прекрасно работает орнамент. И эти сумки, я знаю, очень хорошо сделаны. Вот примеры использования орнаментов в предметах декора. Все эти фотографии, они взяты не из наших домов, то есть это западных домов, потому что мы все еще как-то не очень сильно используем шардак в нашем интерьере. Нашим людям больше интересны эти ковры там. И этот Шардак-авеню, магазин ковров в Европе, если я не ошибаюсь, в Швейцарии, владелец Бернард Царнегин. И вот наряду с европейскими коврами прекрасно соседствуют и наши шардаки, наше производство. Через продажу, через покупку таких вещей, они еще дают информацию, где это сделано, каким образом это сделано. Таким образом покупатель приобретает частичку нашей истории. Да. Это, может, кто узнает, Беатрикс Ост, икона стиля, известная американская актриса, тоже она вот в образе от Seven Sisters. А Seven Sisters в основном они специализируются на вот изделиях вот такого дизайна. У них орнамент всегда вкатанный в шелк, в разных цветах. С Донной Каран наши мастера познакомились в Санта-Фе на всемирно известной ярмарке ремесленников. И было очень хорошее сотрудничество долгосрочное. Кто узнал этот платок? Известный дом моды Hermes. Почему лошадь? С этим платком связана очень интересная история. Здесь и наша история, и наши традиции, и очень много фактов было доказано, и надо про нее рассказать. Вообще Hermes это в XIX веке был основан как производство упряжи для верховой езды, производство экипировки для экипажей, для лошадей. Позже они начали производить парфюмерию и включили еще одежду такого люкс-качества. Да? В 2008 году британский режиссер Конор Вудман приезжает в Кыргызстан снимать фильм про шелковый путь. Помогать ему будет в этом Мунарбек Кулданбаев, это конезаводчик из Токтогула, Джалалабадской области. И при съемках фильма в кадр случайно попадает пятнистая лошадь. Фильм закончили, он уехал на родину, его уже демонстрируют, и через несколько лет его увидит женщина из Новой Зеландии, Скотт Ингстром.
Она конезаводчица уже много лет, разводящая порода Апалуза. Апалуза — это в Америке, у нас называется пятнистая лошадь. Да? Чара, да. И вот она пишет письмо этому британскому режиссеру с просьбой, чтобы он устроил экспедицию в Кыргызстан и нашел эту лошадь и познакомил вообще всех участников, как бы, кто помогал в съемках этого фильма. И с этим Мунарбеком Кулданбаевым они искали эту лошадь по всем, получается, буквально дворам, что ли, потому что лошадь-то была одна, и у нас в Кыргызстане, знаете, вообще скот отследить очень трудно, да, он может из одного двора переходить в другой, может кочевать из одного пастбища в другой, могут продать, могут в конце концов зарезать и съесть, это же лошадь же. Но, наверное, много было слез, потому что эта женщина очень сильно переживала, что не найдет, очень много было пережитых эмоций. И, по словам Мунарбека, совершенно случайно в Нарынской области, куда они поехали, у них была незапланированная остановка на Сонгкуле, да, и там они заночевали в юрте, и так совпало, что хозяин юрты оказался хозяином этой пятнистой лошади. К счастью, не было предела, наверное, было много слез. В общем, и у Скотт Инстром была очень такая реальная теория. Вообще Апалуза считается американской лошадью во всем мире известная порода. И считалось, что она была завезена в Новый Свет, то есть в Америку, Христофором Колумбом. Когда они вот открыли Америку, они перевезли на кораблях суднами этих лошадей, и таким образом лошадь размножилась в Америке. Да? Но новозеландка считала, что эта теория она неправильная, потому что невозможно было столько особей завести кораблями, и в таком случае тогда по всей Америке эта лошадь сильно размножилась бы. Да? А на самом деле эта порода была только у одного племени индейцев, Неспере. Они обитали около реки Палаус. Только у одного племени была эта порода, кажется, да? И по второй, более вероятной версии, Скотт, она считала, что эту лошадь перевели своим ходом через Берингов пролив из Азии в Америку, в Северную. Здесь как бы еще другая теория, да, подтверждается, что индейские племена, они нам, получается, как бы это наши предки и близкие родственники, да, и как бы одни народы, да. Тест ДНК подтвердил, что наша Чаарат старше американской Апалузы. Вот, пожалуйста. То есть эта лошадь пошла от нас, да, из Азии, кыргыздыка, да. У нас это упоминается во многом кыргызском фольклоре, во многих историях. Это Чаарат, как сакральное животное. Дом Эрмес вдохновился этой историей и выпустил серию вот таких платков. Стоимость его была от 300 евро до, по-моему, 1000 евро. Это войлочный жакет с орнаментами. Это работа моей сестры. С этим жакетом связана интересная история. Она записала мастер-класс на эту технику вот этого изделия и поставила музыку нашего Курмангазы агайыбыз музыкасын. Камала очень любит, она находится в Европе, живет там, но вот мастер-класс, там много купила одна девушка, она живет, по-моему, в Германии. И когда она поставила мастер-класс, это видео с музыкой, да, она начала плакать, оказывается, из-за музыки, да. Она позвонила своей матери, маме, говорит: мама, почему я плачу, вот эта музыка. И мама ей сказала, что, оказывается, они в молодости жили в Кыргызстане, отец по военной части служил, а эта девочка, оказывается, ей было всего несколько месяцев, потом они уехали из страны. Представьте, вот как это, что это какой-то генетически заложенный код, информация или что женщина через столько-то лет, эту музыку услышав, она вот ее так эмоции переполняли, да.